Сегодняшняя наша тема называется «С кем вы?». Спросите себя, вы с кем? Вы на стороне Аллаха? Вы на стороне пророка Мухаммада, мир ему и благословение? Вы с ним? Вы с кем вообще? И не надо, клянусь Аллахом, не обманывайте себя. Болтаете, болтаете, болтаете. Дорогой, все умеют болтать. Если бы болтология позволила нам войти всем в рай, дорогой, поверь мне, все бы оказались в высших садах рая. Но посмотрите на сахабов, посмотрите на пророка. Они разговаривали очень мало, а делали очень много. Мы же сегодня болтаем очень много, а делаем очень мало. Вы с кем вообще? Клянусь Аллахом, мои братья, каждый человек ищет счастье. Мы также ищем успех. Каждый мусульманин, каждый человек, мусульманин он или нет, неважно. Каждый хочет быть успешным, каждый хочет быть счастливым, каждый хочет быть главным в мире. Аллах послал нам пророка, послал тебе свою книгу, свой Коран, чтобы показать тебе, какой из путей успешный, чтобы показать тебе, какой из путей принесет тебе счастье. Мы, оставляя это, обращаемся к чему? К чему мы обращаемся? К чему мы обращаемся? Люди спрашивают меня: «Ахи, почему мы страдаем? Почему мы несчастны?» Дорогой, а как ты думаешь, почему мы несчастны? Пророк Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Я оставил вас на прямом и ясном пути, на ясной дороге, на ясной тропе, ночь которого как день. Я не оставил даже камня на повороте». Я вас спрашиваю, заклиная Аллахом, человек, который обучил вас, как убрать нечистоты с себя в туалете, представьте, он показал нам, как себя очистить. Не просто как очистить, а какую руку использовать. Какую руку использовать? Ты думаешь, тот, кто пришел с такими деталями и подробностями, оставит тебя в путанице, без направления? Он показал тебе точную карту. Он дал тебе карту. Люди спрашивают меня: «Ахи, зачем мне религия?» Вы слышали такое? Зачем мне религия? Знаешь, зачем тебе религия? Потому что религия — это твой GPS-навигатор на всю жизнь. Религия — это твой GPS-навигатор на всю жизнь. Если у тебя нет религии, дорогой, твоя душа потеряна. Ты погонишься за своими прихотями, страстями. Религия — это GPS. Я в путанице, дорогой, я потерян, я не знаю, куда идти, не знаю, что делать. Вот религия, GPS, включайте его. Конечный пункт где? Рай. Прекрасно. Ваше местоположение, конечный пункт, вот эта дорога. Следуй. Следуй. Но нет. Дорога ясна. Она там, я вижу ее. И каждый думает, что он доктор и ученый. Нет, дорогой, доверься мне. Иди налево, вот здесь, я покажу тебе кратчайший путь. Поверни прямо здесь. Доверься мне. Я был там до этого. А затем, когда он поворачивает, вау, ты видишь, мужик, да здесь целые дебри. Мужик, и так налево, направо, ты поворачиваешь, он поворачивает. Дорогой, зачем ты впустую тратишь свое время? Дорога здесь, путь ясен. Клянусь Аллахом, мои братья и сестры, прошу, просто попытайтесь понять эту концепцию. Аллах Пречистый Всевышний. Он не смотрит, и вы не впечатлите его тем путем, что вы придумали. Иногда люди, знаете, что думают? Я знаю, вот эта дорога. Но я хочу впечатлить Аллаха Пречистым Всевышний, и я хочу сделать нечто иное. Или я хочу сделать что-то дополнительное. Вы не впечатлите Аллаха этим. Аллах Пречистым Всевышний даже не смотрит на это. Аллах Пречистым Всевышний сделал это очень ясным. Вот мой путь, вот моя дорога, вот мой пророк. И вы приобретете успех, лишь последовав его пути. Все остальное, помимо этого, пути, которые приведут вас к погибели, даже если это будет сделано под знаменем религии. Если я хочу что-то создать, и это то, откуда исходит вся эта тема, бида. Если я хочу создать новый вид поклонения, это искренне, это действительно ради Аллаха Пречистого Всевышнего. Этот вид поклонения, если пророк не делал этого, это приведет вас к погибели. Почему? Потому что Аллах не смотрит на затеи. Аллах сделал это предельно ясным. Вот дорога, вот путь, вот пророк, который был совершенством. Последуйте этому, приобретете успех. Не последуйте, будете вносить от себятину, будете прыгать налево и направо, вы будете уничтожены. Очень просто. Очень просто. Итак, братья мои, связывая эту тему, где мы, с кем наша молодежь, что происходит с нашим обществом, что происходит с парнями, зачем мы оставляем путь пророка, мир ему и благословение, зачем мы оставляем путь сахабов, ради какого пути, какую жизнь мы проживаем, правда, какую жизнь мы выбираем.
Мы стали отморозками. Отморозками. Не бандитами. Кто-то предупреждал меня, брат, не называй их бандитами. Я переспросил просто, почему? Называй их отморозками, потому что это то, кем они являются. Ты называешь их бандитами, даже обращаясь к ним с вопросами. Но в глубине своих сердец они видят, он признает, что я бандит. Дорогой, ты отморозок, вот кем ты являешься. Ты отморозок. Ты выбираешь жизнь помимо другой. И послушайте, прошу, попытайтесь понять. Не думайте, что бандюга — это тот, кто делает тату и продает наркоту. Нет, дорогой, люди, клянусь Аллахом, с бородами. Они отцы, молятся в мечети. Им по 16-17 лет. И они больше бандиты, чем те бандиты, что на улицах. Бандит, нет, извините, отморозок. Отморозок — это тот, кто угнетает. Отморозок — это тот, кто оставил путь пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он и есть отморозок. Мои братья, что мы оставляем? Мы оставляем путь пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ради чьей жизни? Ради чьей жизни? За кем мы следуем? Что происходит с нашим обществом? Что происходит с ним? У нас каждый день смерть. Убийство, каждый день. И кто убивает кого? Разве вы не понимаете, когда вы оставляете путь пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Знаете, иногда люди говорят мне, брат, посмотри на кафиров. Дорогой, не важно, что кафиры делают. Сам Аллах уничтожит тебя. Когда ты оставляешь манхадж, оставляешь путь, оставляешь дорогу, Аллах тебя уничтожит. Не важно, что делают кафиры. Сам Аллах уничтожит тебя через твои же поступки. Через твои же дела. Вы оставляете путь пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ради кого? Будьте честны. Ради пути фараона. Это то, что мы делаем. Вы с кем? Вы на стороне пророка или на стороне фараона? Молодежь, мои братья и сестры, знаете, валлахи, я вижу эту любовь. Любовь, что мы имеем. Жизнь эту мы настолько прославляем. Вау, ты видел? Ты слышал? Ты видел, что они водят? Ты видел, что они одевают? Мы любим это, братья. Разве вся ваша любовь не в этом? Разве вы не любите этого? Выберите жизнь пророков, и у вас будет конец, как у пророков. Но если вы выберете путь фараона, клянусь Аллахом, ваш конец и вера будет, как у фараона. Мусульманин или не мусульманин, неважно. Выберите путь фараона, Аллах покажет вам очень ясно. Выберешь этот путь, у тебя будет конец, как у фараона.